всякие там при царе Гороха и при чего-то там. Это просто... У нас нет такого аналога вообще, аналога такого направления нет. У нас вообще фантастика очень собранная в малом объеме. И пишет, никто из наших авторов не коммерчески успешен. Потому что у нас рынок очень мал. И все пишут, чтобы не могли бы, потому что они могут не писать. Никто не мотивирован другими мотивациями. Давайте создавать этот рынок при помощи талантливых авторов всех государств, чтобы это был общий рынок. Да. Правильно? Потому что он разрушен, в какой-то период был. Вот я вас сейчас расскажу уже по масштабу что-то качественно новое. Я и даже в кругу не говорил ничего по этой идее. Кругов, да. Я считал, что болгарская фамилия, кстати. Да, да. Так оно и есть. Да, Кругов болгарская. А приходу? Да. Нет, серьезно. Корнем в Болгарии, да. Дело в том, что, значит, я продвигаю в настоящий момент грандиозный проект, который был бы совершенно не фантастическим выдумкой, если бы не было конкретных, так сказать, властовых маркеров. Дело в том, что у нас в Болгарии в 2019 году появился конкурс быть столицей культуры. София хочет быть столицей культуры Европы. София кандидатует для этого должен. Шумин тоже, кстати. Как? Шумин, город побратим наш Херсона, тоже кандидатствует. Да, да, кандидатует не один. Да? Ну, конечно, у Софии самые большие шансы есть. Это логично. Возможности у Софии несравнимы. Дело в том, что, значит, и в связи с этим я предложил властям модель. Это называется, заголовок будет European Фантастивал. Без два слова. Второе слово не увидел. Нет такого слова, ни в болгарском, ни в мировом. Но уже в Германии, например, прошел один год фестиваль фильмов, который назывался «Фантастивал». Гибрид, просто двух слов. Вот. European Фантастивал будет выглядеть так. Сейчас они обдумывают, принят ли мой проект. Может быть, не принят, но шансы огромные, что его приняли. Он выглядит как таким образом. Значит, все европейские издательства, которые издают фантастику, делают штамп на книжном ярмарке. Все журналы, которые периодические издания по фантастике, тоже отдельный штамп. Они 20 евро. Значит, представьте себе, какой книжный рынок получится. И все будут такие рабочие группы перевода между нациями, будут работать как салоны для перепродаж, произведений искусства и так далее. Будут выставки. Значит, у нас Национальный дворец культуры, гигантское здание 5 этажей, которое 5 уровней совершенно разных по структуре. И эти 5 уровней огромных залов, это фойе, которое между залами, будут располагаться художники, фантасты из Болгарии, один этаж. У нас есть очень сильная школа художников фантастов. В затерянном мире можно увидеть небольшое количество этих картин. Значит, потом ведущих европейских художников фантастов отдельные выставки. Есть такой, например, не знаю, знаете ли кто, польский художник, называется Яцек Ярк. Да, гениальный. Он получил, в Америке его открыли случайно, и получил сразу все первые награды по фэнтези и живописи. Сразу. И далее американский фантаст Харлан Эллисон так влюбился в его картин, что не знал рассказы по каждой картине. Это просто беспрецедентный случай, когда кто-то из наших художников так впечатлил американский, что он начал писать рассказы по этому. Значит, это пробы в бреши американской фантастики, очень интересных славянских авторов. Например, Сапковский не возлюбился ни в коем случае американцев, но Яцек Ярк их совершенно покрыл.
Я Цыпленко вообще, по идее, создал уже отдельное направление, как своего Дали, мы можем сказать? Да, но Я сам... Цыпленко уже другой. Да, именно. Это совершенно большая огромная река, Именно. которая несет другие лодки. Именно это так, но к лучшему или к сожалению, единственные, которые адекватно реагируют на то, что я Цыпленко, именно фантастика. Самое большое признание этим кругом. Я не слышал, чтобы, примерно, создали, как у Солодорной мифологии, профессиональную изобразительную культуру. Но я Цыпленко еще и философ. Как? Философ. Да. В отличие от Солодорна. Да. Друзья, извините, автобус приехал, надо всех покормить, гостей, поэтому